7 мая для поклонников творчества Петра Ильича Чайковского очень значимая дата. Именно 7 мая, а по старому стилю 25 апреля, 180 лет назад родился гениальный русский композитор Петр Ильич Чайковский. Свою жизнь Петр Ильич подчинил Ее Величеству музыка, а она ответила ему полной взаимностью. Более 150 лет весь звучащий мир заполнен его чарующими мелодиями. Чайковский завещал нам огромное и бесценное наследство. Симфонии, песни, романсы, оперы, концерты, хоровые произведения, маленькие изящные пьески. И во всем он был величайшим художником. С его именем связан расцвет русского классического балета XIX века. 3 его балета «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» значительно обогатили сокровищницу мировой музыки. Балет «Лебединое озеро» – явление уникальное. Это первый русский классический балет, с которого начинается история развития этого театрально-сценического жанра в России. Один из самых трогательных фрагментов балета – грациозный танец маленьких лебедей. Третье действие в балете «Лебединое озеро» открывается великолепной картиной бала. Приглашенные гости, посланцы из разных стран, перед собравшимися танцуют свои чудесные танцы. Есть среди них и русский.
XIX веке в творчестве ирландского композитора Джона Филда появляются пьесы для фортепиано под названием «Ноктюрн», буквальный перевод с французского «ночной». Это пьесы лирического, мечтательного характера, пьесы размышления, навеянные ночной тишиной. Не оставил без своего творческого внимания это интересное музыкальное явление и Петр Ильич Чайковский. Сейчас прозвучит ля-мажорный ноктюрн Петра Ильича Чайковского, звуки которого перенесут нас в подмосковный город Клин. Здесь, в деревянном двухэтажном доме, в мае 1892 года поселился Петр Ильич Чайковский и провел в нем последние 1,5 года своей жизни. Здесь было написано последнее его сочинение – 6-я симфония. Музыка Петра Ильича Чайковского обладает удивительным волшебным даром проникать в самое сердце слушателя, возвышать его душу. У этой музыки нет срока давности, время над ней не властно.